В эти минуты в Центральной избирательной комиссии начинается пресс-подход о предварительных итогах выборов. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Добрый день, дорогие жители Республики Саха-Якутия. Мы сегодня собрались подвести итоги масштабной избирательной кампании 2018. Напоминаю, что в эту избирательную кампанию проводились выборы высшего должностного лица Республики Саха-Якутия, депутатов Госсобрания Ултумен, глав города Якутска районов и депутатов представительных органов. И на этих выборах наша партия «Единая Россия» провела выдвижение. До выдвижения, мы все помним, была проведена процедура народного голосования, праймериз, и конференцией партии «Единая Россия» в июне месяце мы выдвинули кандидатов на все выборные должности. И мы сегодня вот с нашей командой будем делиться нашими впечатлениями, как мы прошли избирательную кампанию. Статистика у вас имеется. Мы тоже, если что, будем давать уточняющие вопросы, ответы. Сегодня на пресс-конференции участвует руководитель Республиканского избирательного штаба Куприянов Юрий Степанович и наша тройка, региональная тройка, Лютый Валерий Алексеевич и Диадорова Анастасия Алексеевна. Николаев Арсений Сергеевич сегодня утром в 8 часов вылетел в город Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Итоги голосования за высшего должностное лицо республики Арсений Сергеевич вы знаете. Якутяне дали очень хорошую поддержку Арсению Сергеевичу, мы считаем. Что касается партии «Единая Россия», по кандидатам, выдвинутым по одномандатным округам Госсобрания Ултумен, мы получили тоже очень хороший результат. В Госсобрании Ултумен от одномандатников будут представлены 26 одномандатных депутатов. Кроме того, подводим итоги по партийным спискам. Общий рейтинг партии 52%. Таких показателей мы еще не достигали. И мы считаем, что это очень хороший показатель. Несмотря на острые дискуссии, которые происходят в обществе, особенно по пенсионной реформе, по ряду резонансных вопросов республиканского масштаба, это загрязнение реки Вилюй и так далее, все-таки мы сумели дойти до наших избирателей, пояснить наши позиции и получить поддержку. Наверное, сделаем так. Более подробно по итогам избирательной кампании информацию даст Юрий Степанович, ну и наши коллеги, кандидаты Госсобрания Ултумен, тоже дадут свою оценку прошедшей кампании и поделиться впечатлениями. Я хочу поблагодарить всех наших избирателей, которые подошли 9 сентября на избирательные участки, оценили нас, поддержали, проголосовали нас. Большое спасибо. Большое спасибо всем информационным партнерам, которые освещали ход избирательной кампании, начиная с июня месяца по настоящее время. Мы считаем, что подавалась объективная, оперативная информация, и избиратель был наиболее объективно информирован о происходящих процессах в политическом поле. Мы считаем, что выборы прошли достаточно гласно, объективно, конкурентно, чисто. Об этом подтверждают наблюдатели и эксперты, которые были привлечены. И эта избирательная кампания прошла без нарушений. Юрий Степанович, вам слово, пожалуйста. А тут как говорить, сразу говорю или кто-то что-то спрашивает? Хорошо, давайте говорить, чтобы было как-то интересно и более живой разговор. Да? Я хочу поблагодарить все политические партии. Нашу партию «Единую Россию», «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ. Все партии мы добились, каждый добился победы. Благодаря всей активной политической работе мы добились, более половины населения приняли участие в голосовании.
В сегодняшних условиях в нашей стране, в Российской Федерации, я считаю, что это самый главный показатель того, что мы сохранили гражданское общество, гражданскую активность и желание человека участвовать в управлении своей республикой. Это общая победа всех политических сил нашей республики. У каждого результаты стали лучше, чем были 5 лет назад. Это тоже нонсенс в такой сложной ситуации. И я буквально вчера участвовал в селекторном совещании, где видел о том, что вот огромное количество людей, которые пришли голосовать, и те проценты, которые продемонстрировала Республика Саха-Якутия, это одни из лучших в Российской Федерации. Не просто на Дальнем Востоке, но в Российской Федерации. О чем говорит? О том, что говорит, что мы все работали, мы все искали слова и убеждения для того, чтобы каждый избиратель нашел себя в этом кандидате. В этом заключается основная суть штабной работы. Работа избирательной кампании, она многоступенчатая, многослойная, очень многосторонняя. Ну и, наверное, за эти годы я успел набрать такой опыт, что могу говорить о том, что это интересная работа. Хотя многие скажут, что наконец-то выборы состоялись и все закончилось. Но выборы прошли, но вот история продолжается. Все партии продолжат свои будничные работы. От выборов до выборов не работают. Вот 4 парламентские партии сегодня уже имеют традиции для того, чтобы политическая жизнь не угасала и работала. Ну, действительно, у нас в республике за короткое время успели охватить огромное количество людей, которым донесли информацию. Что такое партия «Единая Россия» в республике Саха-Якутия сегодня? И что мы хотим? Какую ответственность партия способна взять на себя на предыдущие годы работы нашего парламента? Приняли участие очень молодые, креативные, интересные, талантливые люди, которые пришли с мыслями для того, чтобы вооружить всех избирателей. На самом деле же человек от общения становится только богаче. Мы стали все богаче. И мы, и все избиратели. Иногда говорят о том, что это сказки рассказывали. Нет, это обмен мнениями. Так обогащается политическая культура любого общества. «Единая Россия» в этом году мы вышли с таким рисунком. Многие, наверное, видели, но потому что тираж был приличный, мы доставили около 1500 тонн газетной продукции во все районы, улусы и поселения нашей республики. Я знаю, что мы даже доставили в Быков мыс и еще доставили в этот, как называется, туда только кораблем достается, вот этот Тиксита, который поселок. Нет, вот этот, который из Якутска мы отправляли и кораблем, и отправляли самолетами, но постарались, чтобы избиратели никого не обидеть. Вы знаете, кто это нарисовал? Это нарисовала девушка, которая знаменита почти на весь мир, и нашей республики, это Кыдана Игнать. Она пришла сама, мы с ней заключили авторский договор, и она решила вот так поднять рейтинг нашей партии. Интерес разных людей, разного поколения. Я думаю, что это тоже хороший посыл, когда молодые люди принимают активную политическую позицию. Агитационной пропагандистской продукции я уже сказал, что у нас есть такой отчет, где мы выродили вот почти 1500 тонн. Здесь указано, сколько килограмм, какой район, какой улус и какое поселение доставлено. Я думаю, что это интересно, и многие ознакомились. Если будет желание у наших избирателей продолжить общаться с партией «Единая Россия», Сахамин Иванович, мы сделаем это возможно, чтобы общение это было постоянным, чтобы получали такую интересную продукцию, которая действительно каждого делает богаче в части политической культуры. Вот в этот раз наши газетчики, наши ребята тоже интересно нашли все подходы для того, чтобы многие наши избиратели могли ознакомиться с нашими кандидатами маленькие, ну как бы детские годы. Я думаю, что всем это интересно и запомнилось. Даже наши кандидаты выступили жизненными советами, чтобы люди знали, как хранить продукцию, как что-то готовить или как найти себя, если ты заблудился в лесу. А один у нас кандидат даже умудрился, по-моему, подсказать, какие звонки ставить для того, чтобы даже когда ты находишься в лесу на охоте, не распугать эту дичь, ни уток там, ни копытных. Поэтому я думаю, что вот избиратели, ну вообще появился интерес людям. Не просто вот так партия «Единая Россия», как единое целое, а о том, что она состоит из людей. Из людей таких же, как мы, способных взять на себя ответственность и готовым быть депутатами для того, чтобы отстаивать интересы нашей республики. Я думаю, что в этом вот дух командной работы, командной борьбы и в целом вот креатива, содержания нашей партии сделает то, что мы набрали больше, чем все политические партии нашей республики вместе взяты. Сегодня по предварительным данным это порядка 52%. Это за последние годы, наверное, лучший результат нашей республики, максимально, наверное, рекордное число доверия к партии «Единая Россия».
Я думаю, что никто не будет оспаривать о том, что никто такого не ожидал. Я бы хотел отметить особую заслугу того, что у нас совмещенные выборы главы нашей республики прошли и лидера нашего списка Айсена Сергеевича Николаева. Действительно, его креативность, молодость и вот энергичная работа его на посту временно исполняющего обязанности главы нашей республики, его согласие возглавить список партии «Единой России» сделали огромный пласт работы того, чтобы люди действительно нашли в партии «Единая Россия» сегодня в нашей республике то рациональное зерно, которое удовлетворяет, которое гарантирует, которое стабилизирует общее понимание ценностей власти и общества нашей республики. Вот я думаю, что вот эти есть составные части нашей общей командной работы, которую мы делали и донесли. Вот Валерий Алексеевич Лютый рядом со мной сидит. Мы его вот теперь знаем, что он патриот нашей республики. Вы знаете, что мало людей, которые когда-то воевали действительно за Отечество. Это героизм на самом деле называется. Потом жить в человеческом обществе и доказывать, и брать на себя ответственность – это очень важная задача. А Настя Диадорова, она впервые была вот участницей таких политических баталий, но все, кто с ней встречался, говорят, что Настя очень позитивный человек. Человек, который оставляет добро и энергию людям, которые общаются. Вот это, и она чемпион, она победитель. Вот такие кредо живут в каждом избирателе. Почему такая логика? Быть лидером, человеком брать на себя ответственность, патриотом своей Родины и чемпионом, человеком, который может себя победить и победить в любых состязаниях, быть первым. Это кредо на этих выборах нашей партии. Поэтому мы набрали такое огромное количество доверия наших избирателей. Спасибо. Юрий Степанович сейчас очень хорошо рассказал о том креативном подходе партии. И я тоже хочу отметить, что вот этот поступок Айсена Сергеевича, который шел на главу республики и принял решение возглавить список «Единой России», он позволил, наверное, тоже помочь поднять в каком-то степени не рейтинг, но доверие к политической партии. Ну и вот креативность в чем еще заключается? Что, конечно же, я не самый заслуженный афганец, конечно же, не самый умный и талантливый политик, мы все понимаем. Но вот просто вот в то доверие и в новый взгляд, а ведь Народный фронт, который вот я руководителем исполкома являюсь, мы же постоянно, ну скажем так, вежливо или мягко покусываем, а точнее иногда просто у нас большие баталии были и с республиканской властью, и с городской властью по многим вопросам насущным и города, и республики. И вот то, что пригласили меня, это доверие своего рода и Народному фронту, и не боясь того, что в будущем Народный фронт должен еще дальше больше и лучше работать в таком же направлении, как работал. То есть, другими словами, защищать интересы людей и не давать растранжиривать наши деньги, бороться с коррупцией. Ну и, конечно же, решать проблемы такие, как с ветхим аварийным жильем, это дороги и так далее. Но скажу, что для меня была кампания особенно трудной. Я в целом, общем-то, наверное, проехал около 2000 километров, порой на машине вдоль трубы, Пелюду, Витим. Вот мы сейчас последний раз ездили, за нами даже мишки гнались там по дороге. Все было. Но скажу так, да, победа, очень хорошая победа. И я очень рад, что я с такой командой, креативной, сильной, мощной, обновленной командой. Я всегда на своих встречах с населением говорил, что это обновленная команда, что у нас свой взгляд есть на вещи новые, у нас новый лидер, совершенно другого формата. На дебатах говорил об этом, что это лидер, политик нового формата и, наверное, как бы выражаясь, федерального уровня. И то доверие Айсену Сергеевичу, которое выразил Владимир Владимирович Путин, она дорогого стоит. Конечно же, Айсен Сергеевич должен его оправдать, а мы должны ему в этом помочь, оправдать это доверие. Но это команда. Такая команда у нас есть. Эти встречи с населением были тоже сложные. Знаете почему? С пенсионной реформой, не будем скрывать. Объясняться с людьми приходилось. Даже я так поставил условия, что ни в коем случае не проводить актив «Единой России» на мои встречи. Я сразу буду спрашивать, кто тут за «Единую Россию». Мне нужны люди, которые сомневаются
за кого голосовать. Мне люди нужны, которые наоборот ругают. Ну, не наоборот, но чаще всего критика обоснована. Скажу так, с людьми встречались, те требования, та критика. И вот сейчас у меня никакой эйфории нет победы, потому что, ну, извините за банальность, слова, как говорится, в таких случаях говорят, есть чувство ответственности. А что я скажу через год этим людям, когда я встречусь? А справимся ли мы? Сейчас я как член единой команды за это тоже ответе перед людьми. Ответственность всегда – это большой груз. Вот. И хочу сказать, что если мы будем работать там, как в Народном фронте, у нас все получится. А у нас все, кто шел от УНФ, конечно, от Единой России, все победили. Ну, что скажу? Хочу своих соратников поздравить с победой, хорошей, уверенной победой. И, конечно же, спасибо людям, которые пришли, услышали нас, доверили нас. Команда рабочая. Еще раз повторяю, мы не сидели в кабинетах, мы работали и ездили и встречались с людьми. И это было личное общение. Это новый критерий, наверное. Не знаю, может быть, так и было раньше у «Единой России» партии, я не знаю. Но вот сейчас я увидел, что команда рабочая. И мы, наверное, все-таки в целом, если как бы опять же не пафосно было звучит, но должны работать только на людей. То есть все сделать, чтобы улучшить жизнь людей. Это основная должна быть задача. Конечно же, развитие Якутии и благополучие людей. Вот такая задача стоит перед «Единой Россией», да, наверное, и перед всеми партиями. Я очень надеюсь, что все партии, которые показали, я бы сказал, тоже неплохой результат, объединимся вокруг вот этой цели – улучшить жизнь людей в республике. Спасибо. Спасибо, Валерий Алексеевич. Уважаемые журналисты, в 2013 году по нашему списку представитель Общероссийского народного фронта Атласова Алена Николаевна получила мандат в 5-м созыве Госсобрания Ултумен. И в этом году по нашей линии, а именно по выдвижению от партии «Единая Россия», 2 представителя от Общероссийского народного фронта попадут в Госсобрание Ултумен 6-го созыва. Атласова Алена Николаевна победила в Центральном округе города Якутска. В очень конкурентной борьбе она прошла Госсобрание Ултумен. Валерий Алексеевич, мы ее тоже поздравляем. И Валерий Алексеевич, как лидер нашей тройки, тоже попадает в Госсобрание Ултумен 6-го созыва. То есть и Ксенофонтов Павел по Сайсарскому округу. То есть наша партия демонстрирует, что мы готовы и открыты к нашим партнерам, да, в лице Общероссийского народного фронта, другим НКО, которых мы поддерживаем, и они к нам идут. И вот мы демонстрируем вот эту нашу шивку. Настя, пожалуйста, поделись впечатлениями. Здравствуйте. Хочу поблагодарить всех граждан и людей, которые пришли и проголосовали, действительно проявили свою гражданскую позицию. И все пришли действительно к такому единому мнению, что каждый человек играет важную роль в развитии не только самого себя, но и целого города, целого населения, целой республики. Именно так у нас складывается наша страна. И я бы очень хотела, наверное, поблагодарить «Единую Россию» за то, что дали мне такую возможность. И благодаря всем агитационным встречам и мероприятиям я посетила очень много мест нашей республики, в которых раньше никогда не была. И я была удивлена, насколько у нас огромная республика, насколько у нас разная природа, насколько у нас разные, талантливые, умные и действительно очень классные люди. И мне нравится то, что благодаря именно тому, что каждый из нас может выразить свои мысли, свои идеи и свои проекты, именно благодаря тому, что каждый будет, да, вести активный образ жизни, не только в физическом смысле, а именно в интеллектуальном тоже. Да? Каждый может вложить вот этот вклад в развитие. Это очень открыто говорит о том, что действительно не только каждый человек, но и правительство нуждается в том, чтобы каждый человек был нацелен на одну цель. Благодаря командной работе я, например, выигрывала. Если спортсмен, он
насколько бы он талантлив и силен не был, да, без командной работы, без тренера, без доктора, без массажиста, он никогда не сможет выиграть. И я считаю, что можно провести такую параллель и в политике, и вообще в жизни, то, что благодаря командной работе мы можем справиться не только с любыми проблемами, но и достигать целей намного быстрее и лучше. Спасибо. Спасибо, Настя. Уважаемые журналисты, наверное, приступим к вопросам. Вы смотрели прямую трансляцию пресс-конференции Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» из медиацентра, где подведены предварительные итоги единого дня голосования. Отметим, что 9 сентября жители республики избирали главу республики, главу города Якутска, народных депутатов Государственного собрания Илтумен, городской думы, 15 глав муниципальных районов, 20 глав поселков, а также депутатов представительных органов.